Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Какой сюрприз спешит в вашу жизнь? Что станет для вас сюрпризом? Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свой срок и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Интересно, очень интересно. Так, отсыпочка у нас общая. Пожалуйста, не забывайте про это. Чужое не берите, но и свое, пожалуйста, не пропускайте. Первый сюрприз, который спешит в вашу жизнь, это признание. Вам кто-то в чем-то признается. Признание шокирующего характера. Признаться могут в чем-то содеянном, либо в чем-то не сделанном, либо в каких-то чувствах, в эмоциях, в желаниях. Но, в общем, вас это полностью обескуражит. Вам сложно будет прийти в себя, вам сложно будет как-то правильно среагировать. Либо время, да? Для того, чтобы среагировать, потребуется время. Не думайте, что это плохое, это абсолютно неплохое. Наоборот, чем бы это ни было, это все равно на пользу, во благо, либо все-таки с плюсом к вам идет, не с минусом, с плюсом. Ну вот такое вот признание. Ну, допустим, мужчина признается, что он вас там любит давно, месяцами, годами, десятилетиями. Вы такая: ничего себе. А мы же с тобой соседи, да, либо мы же с тобой там всю жизнь дружим. А он такой: нет, люблю, вот ничего с собой поделать не могу. Там грубый начальник может вам признаться, что он по вам с ума сходит, настолько сильно вас желает, настолько сильно тянет, и вот он грубит вам, пытаясь абстрагироваться от этих желаний. Муж может признаться, что он там где-то накосячил, либо что-то не так сделал, либо пообещал и не сделал. А вы сначала разозлитесь, а потом скажете: молодец, хоть признался, да, хоть понимаешь, что не так делаешь. Что угодно может отыграться, но все-таки в плюс идет, не в минус, мои хорошие. Но это будет, да, это будет сюрпризом. Так, в следующем моменте вас куда-то позовут, вас куда-то пригласят. У одних отыграется это частное приглашение, а у других отыграется какое-то официальное, да, официальный визит, официальное приглашение. Если честно, вы, если я вам скажу, что вы там завтра можете полететь на Луну, вы то больше мне поверите, чем когда получите это приглашение. Это что-то прям совершенно невероятное. Не просто невероятное, это даже как невозможное. Да? Это невозможно. А вот именно из такого места, либо именно эти люди вас и позовут. Вот обязательно идите, не упускайте этого шанса. Это шанс, это король шанс. Такие шансы, они редко кому выпадают, и, возможно, даже человек жизнь проживет, и таких шансов на его долю не выпадет. А вам такой шанс идет. Ни в коем случае не отказывайтесь. Не важно, что вы там чего-то не знаете, не умеете, вам нечего одеть, вам там нечего сказать, все равно идите. Идите, хоть в этот мешок обернитесь, либо в этот полиэтиленовый кулек, хоть мычите, но все равно идите. Нельзя, отказаться нельзя. Но это непростительно, если вы откажетесь. Вы сами себе этого не простите. Нет, идите, по-любому идите. Через не могу, через боюсь, все равно идите. Кстати, не можете идти, ползите, но вы туда должны попасть. Не упустите этот шанс. Так, еще один сюрприз. Поступок либо поведение человека. Человек очень противный, упрямый, своенравный, своевольный. Для человека нет авторитетов.
человек всегда поступает как-то, вот знаете, сначала сделаю, потом подумаю, но все равно я прав. И как бы там ни было, меня никто в этом не переубедит. Я всегда прав, да? Потому что я прав, да? Потому что я такой, мне так хочется. Это может быть и мужчина, и женщина. Человек, за которого вы очень переживали, человек, которому вы очень хотели, например, помочь. И давали очень много хороших, толковых, дельных советов. И все эти советы человек, ну, как по боку, да, не буду говорить дурно, вот по боку они как будто бы приходились. Вот, вам, конечно, было обидно, вы честно боролись за этого человека, но в какой-то момент просто вот так ручки опустились, и вы такая: делай, что хочешь, да, живи, как знаешь. Все, не хочу я тебе ни помогать, ни подсказывать. Ну, потому что нет в этом смысла. Человек вот прям как любит ошибаться, либо у него вот прям как тяга к этим граблям, да, чтобы постоянно по лбу било. Вот, вы не поверите своим глазам, когда этот человек начнет поступать ровно так, как вы советовали. И даже, возможно, говорить вашими словами, вашими выражениями. Вы просто ахнете, скажете: вот это сюрприз. Ну неужели до тебя дошло? Либо неужели ты начал, либо начала меняться? Ну, в общем, вся эта воспитательная работа, да, которую вы проводили над этим человеком, даст просто потрясающий результат. Мало того, что человек научится, да, придет в себя, начнет вести себя нормально, так еще этот человек вас будет благодарить. Благодарить за то, что вы в свое время подсказывали, что были настолько терпеливы, настолько тактичны, что нервов вам столько испортил этот человек. В общем, еще послушайте и хорошее про себя услышите, и благодарственные слова получите. Ну и, конечно, будете очень рады, что человек действительно начал меняться. Вот, это будет для вас самым лучшим подарком, самым прекрасным сюрпризом. Так, еще один сюрприз, но здесь не очень хороший сюрприз. Здесь скорее как не сюрприз, а такое небольшое потрясение. Потрясение связано с кем-то, либо с чем-то. У одних отыграется, что человечек какой-то уходит, уезжает, там, не знаю, увольняется, допустим, переезжает. А вы, например, хорошо относитесь к этому человеку, любите, привыкли. И для вас это, конечно, будет такое себе сообщение, очень неприятное сообщение. Да, вы все понимаете, да, возможно, вы рады будете за этого человека, там, у человека жизнь меняется, но все равно вам будет очень грустно и жаль расставаться. Либо, допустим, коллега у вас хороший на работе, говорит: я вот там переезжаю, там, увольняюсь, в другую фирму перехожу, либо вообще на пенсию выхожу, если там начальник хороший. И вы такая: о боже, как жаль, ну что же дальше будет? Но у кого-то отыграется, что это какое-то место, которое вы любили посещать, место, которое вам нравилось. Будь то бутик, будь то магазин, будь то, допустим, не знаю, любимая кафешка, хороший ресторанчик, да, закроется. И для вас это будет неприятным сюрпризом, и достаточно тяжело вам будет это все принять, к этому привыкнуть, будете очень жалеть, часто об этом думать будете. Ну, это жизнь, в жизни все бывает, люди двигаются, люди меняются, одни места закрываются, другие открываются. Вот, сильно не расстраивайтесь. Так, еще вам кто-то хочет сделать сюрприз. Человек что-то готовит. Готовит, может быть, какой-то праздник, какое-то мероприятие праздничного характера. Может быть, у вас скоро день рождения, и все такие морозятся, что нет, не помним, не знаем, что день рождения, а сами там сговорились и готовят вам сюрприз. Но этот сюрприз вам очень понравится. Это будет душевно, это будет приятно, это будет с любовью. Там будут только самые близкие, самые дорогие, любимые люди. Будь то родственники, будь то друзья, может быть, и родственники, и друзья. Очень хороший праздник для вас, либо праздник, на который вас пригласят. Вот, очень понравится, хорошо проведете время, там такие добрые, приятные впечатления пойдут. Ну, будет вам о чем и поговорить, и потом повспоминать. И долго будете этим позитивчиком жить. Вот как зарядитесь душевностью, теплотой людей зарядитесь. И, опять же, своей теплотой зарядите других. Очень славное мероприятие идет. Сюрприз точно будет очень-очень удачным. И к месту, и удачным, и душевным, со всеми вытекающими. Так, идем дальше. Куда-то вы подавали документы. Обращались к кому-то.
И долго не было никакого ни ответа, ни привета. Ну, такое впечатление, что документы не дошли, обращение ваше не было принятым, где-то потерялось, либо его потеряли специальным образом. Но здесь речь идет о очень существенном промежутке времени с момента вашего обращения, ну, до сегодняшнего дня. Очень много времени прошло. И вы считаете, что, ну, как бы нет, так нет, да. Нет, так и что я буду с этим делать? Забыли, наверное, скорее всего. Вам придет какой-то ответ. Весточка, ответ, сообщение, приглашение. Что-то придет. Вы даже сначала и не вспомните, с чем это связано, когда, куда я обращалась. Ну вот придет, придет. И там, кстати, очень хорошая информация будет написана. И на мой взгляд, это очень добрый сюрприз. Да, вы очень долго ждали, да, вы об этом уже позабыли, либо смирились, что вам никто не отвечает. А тут на тебе, ну вот, придет ответ. Причем плюсовой ответ, не минусовой. Так, еще динозавр. Что-то очень старое. Что-то очень старое станет очень востребованным и актуальным. Ну да, у нас же все циклично, да, проходят циклы и все возвращается на круга свои. Может быть, вы чем-то когда-то в прошлом занимались, чем-то интересовались, в чем-то успех имели в конце концов. Прошло много времени, вы уже этим не занимаетесь, вы об этом позабыли. И тут для вас большим сюрпризом станет, что именно это модно, это тренд, это востребовано, это как никогда актуально. И вы такая, ага, а я ведь знаю, а я ведь умею, а я ведь этим занималась. Но вот как возвращение к истокам идет. Если мы говорим о каком-то деле, виде деятельности, работе, то здесь вам равных точно не будет, потому что вы профи высшего класса. Вы очень быстро вольетесь в эту работу, либо в эту деятельность, и очень быстро достигнете небывалых успехов. И то, что вам раньше когда-то, например, деньги приносило, да, сейчас принесет в современных реалиях принесет гораздо больше денег. Вот это сюрприз. А вы ведь умеете, вам учиться не надо, вы все умеете, вы все знаете. У вас рука набита в этом деле. Представляете, как повезет? Тут вот. Да. Кстати, еще по таким знакам, допустим, не конкретно даже какая-то работа может отыграться, а знание. То есть когда-то в прошлом вы что-то пережили, да, вот эмпирическим путем пошли, там, прошли какие-то, может, тяжелые испытания, может быть, чего-то добивались, может быть, с чем-то боролись, за что-то боролись, и у вас есть опыт. А сейчас это очень востребовано, да, вот этот путь, эта дорога, эти знания, и вы можете, например, даже обучать других людей, да, передавать свои знания, не просто передавать, продавать, скорее всего, свои знания, и на этом очень неплохо зарабатывать. Ну, как говорится, вперед, это хороший сюрприз, хороший, замечательный сюрприз. Так, еще один, кстати, сюрприз связан у вас с деньгами. Деньги. Вы кому-то обращались за деньгами, либо кому-то говорили про деньги, что их мало, либо вы нуждаетесь в какой-то сумме. Человек, скорее всего, ничего не сказал, либо пожал плечами и сказал, да у меня нет, я не могу помочь. Вот. Кто-то обращался, и вам какая-то конкретная сумма нужна была. Кому-то вы обращались, может быть, к разным людям обращались. И вот один из тех, кому вы обращались, кто особо был молчаливый и совершенно ничего не говорил и не обещал, придет к вам и принесет вам нужную сумму. Да? Человек найдет эту сумму, принесет вам. Ну, либо, может быть, я не знаю, что-то обналичит, со счета снимет, либо у кого-то еще там перезаймет, займет. В общем, вашему удивлению не будет предела. Может быть, вы особо и не рассчитывали. Может быть, вы просто с кем-то в разговоре поделились, что вот такая вот у меня напасть, нужно там счет оплатить, либо обязательную плату сделать, а у меня, например, этой суммы нет. Человек послушал, говорит, бедная ты, несчастная, времена тяжелые. И тут приходит и говорит, а вот тебе деньги, иди заплати. Слушайте, это очень приятно будет. И, кстати, да, этот человек действительно настоящий друг. Человек, который не словами, а именно делами показывает свою дружбу, свою преданность и то, что он хороший. Да, доказывает, да, что он хороший. Да, с такими людьми надо общаться и дружить, и поближе быть к таким людям. С такими людьми точно не пропадешь.
Смотрите, для вас сюрприз один — это в том, что сумма появляется, да, человек приносит эту сумму. Второй сюрприз — кто конкретно это сделает, да, личность этого человека. Личность. То есть, получается, самые доверенные, скорее всего, отморозятся, ну, либо, так, знаете, с сочувствием отделаются. А люди, на которых вы менее рассчитываете, либо вовсе не рассчитываете, вот такие люди и помогут. Да. Именно такие. Так, еще для вас сюрпризом будет встреча с каким-то мужчиной. Как будто бы вы... Да вам и в голову не приходило, что вы еще раз его увидите. И тут вот встреча произойдет. Знаете, он на вас накинется, вот там обнимать, целовать, и там всякие эти слова говорить вам теплые, нежные. А вы такая... И сказать ничего не можете. Да, с каким-то мужчиной встретите, поразит его теплота в вашу сторону. Вот он вас как родную, понимаете, вот как родную обнимает, целует, к себе прижимает. А у вас какую-то, вот знаете, как парализовало, да? Парализовало. Почему так? Почему? Что конкретно? Вот я не могу понять, что конкретно для вас будет таким триггером, что торкнет. То, что вы его увидели, либо то, что он так на вас среагировал. Ну, в общем, разберетесь. Событие идет с правой стороны, значит, хорошее. По сути, хорошее событие. Хорошее событие для вас. Так, любители животных. Приготовиться. Сюрприз животное. Животное, причем у кого-то даже не одно. Могут, ну, вплоть до того, что подкинуть. Знают, что вы занимаетесь животными, знают, что вы там, может, помогаете животным, волонтерите для животных. И могут вам притарабанить, я не знаю, коробку там с щенками либо с котятами. Да, человеческая жестокость не знает мер. Это для любителей именно животных. А для тех, кто, ну, грубо говоря, даже об этом не задумывался, дети могут принести котенка либо щенка. Вам подарить могут котенка или щенка. И вот такая ситуация, что как бы и отказаться не откажешься. И придется вам становиться мамой либо папой для маленького пушистого друга. Да. Но это теплое событие, теплое. Если животное идет в вашу жизнь, значит, это судьба. Значит, вам высшие силы посылают комочек любви, да, теплый и нежный комочек любви. Вот, отнеситесь, пожалуйста, с душой, сердцем. И поверьте, вы всему научитесь. И это не просто кошечка либо собачка. Это член вашей семьи. Это любовь, это нежность. Это лучший друг. Вот. Воспринимайте именно в этом ключе. Ну а в венце у вас подарок судьбы. Вот это станет для вас сюрпризом. Судьба вас чем-то побалует, что-то вам подарит. Не могу сказать, что вы все разные, но вот четко показали, что у вас эмоции, они просто на запредельный уровень выходят. Вы настолько этому порадуетесь, настолько это желанное событие, настолько умопомрачительное событие. Но счастливее вас на свете не найдешь. Здесь именно высшие силы вас радуют, судьба вас радует. Подарок вам дают. Подарок. Это может быть что-то конкретное, либо кто-то конкретный. И могут быть всякие нематериальные вещи. Но вас точно ждет очень хороший подарок. Так, мои милые, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.